В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик-Шара. Здравствуйте. Россия с 10 апреля снимает запрет на ввоз продукции растениеводства из Абхазии. Об этом, как сообщает Интерфакс, было заявлено по итогам совещания в Москве под руководством министра сельского хозяйства России Александра Ткачева по вопросу фитосанитарного контроля продукции, импортируемой из Абхазии. Решение снять временные ограничения принято с учетом проведенной работы. Запрет на поставки овощей, фруктов, цветов и многократно используемой тары из Абхазии был введен Россельхознадзором со 2 апреля в связи с распространением в республике опасного вредителя – коричнево-мраморного клопа. Как сообщили представители Минсельхоза России, для улучшения фитосанитарной обстановки власти Абхазии вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. Собрано около 10,5 миллионов особей клопа, что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников. Российские специалисты провели выездное совещание в Абхазии и дали рекомендации по мерам борьбы с этим вредителем, химической обработке растений, применению ловушек. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам борьбы с распространением мраморного клопа. Глава государства поручил участникам совещания усилить работу по борьбе с распространением вредителя. Министр сельского хозяйства Даур Тарба доложил президенту о динамике сбора насекомого. Рауль Хаджимба поручил участникам совещания наладить более активную информационную деятельность по вопросам применения ядохимикатов и другим способам борьбы с мраморным клопом, а также продолжить еженедельные отчеты о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Нала Авицба. Между тем, борьба с мраморным клопом в Абхазии продолжается. В республику в очередной раз приехали специалисты из России. Они побывали в восточных районах страны. В Галский район вместе с ними выехали и наши корреспонденты. Репортаж Сарии Смар. Жители сел Галского и Тхорчалского района в течение 2 недель механическим способом собрали около 2 тонн мраморного клопа. Больше всего вредителя было собрано в селах Галского района. Клопов отлавливали в основном в подвалах и сараях. Ведра и мешки с клопами тут же на месте взвешивали и выплачивали деньги. За 1 килограмм 1000 рублей. Посчитайте. 40, 50, 63. Спасибо вам. Всего доброго. Ранее подобные мероприятия были проведены в Гулрыбшском и Ачимчирском районах. К примеру, сегодня в городе Ачимчира российские специалисты приняли около 500 килограммов клопов. Жители сел собирали насекомых целыми семьями и признаются, что плата за клопов еще больше подстегнула их. Люди проблемы поняли, они к нам навстречу идут, никаких проблем нет. Просто мы тоже заинтересованы в том, чтобы его не было. Специалисты Минсельхоза России выкупают у населения Абхазии клопов, чтобы изучить их ген ДНК в научном исследовательском институте в России. Но это лишь одна из причин, по которой за каждый килограмм вредителя выплачивается такая сумма. Как объясняют ученые, клоп еще около недели будет находиться в состоянии покоя. И в этот период надо эффективнее вести борьбу с ним именно механическим способом. В течение рейда получилось так, что мы поняли, что буквально 2 недели есть для того, чтобы решить этот вопрос в оперативном режиме и наиболее эффективно с помощью механического сбора. Потому что механический сбор, каждый клоп, которого мы сейчас собрали, он не даст потомства в 6 миллионов в конце сезона. То есть на сегодняшний момент мы фактически нейтрализуем экологическую катастрофу. Проблема с распространением мраморного клопа существует во всех районах Абхазии, но больше всего пострадала восточная часть страны. Здесь после механического сбора клопов планируется вновь применить ядохимикаты. Температурный режим будет меняться, среднесуточно будет где-то не ниже 15 градусов. И вот тогда уже будет приниматься химическая обработка. Минсельхоз России все время оказывает нам в этом вопросе поддержку и помощь. Проблемы у нас с пестицидами, этого нет. Мы еще должны будем получить при поддержке Минсельхоза России опрыскиватель, что очень важно будет, вот когда будет вести уже обработка химическим путем
то, конечно, нужны будут опрыскиватели, защитные костюмы, там и спецодежда необходимая. Для борьбы с мраморным клопом во всех районах страны созданы специальные штабы, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность мраморного клопа. Буквально несколько дней назад в Абхазию были привезены ядохимикаты. Химические вещества, которыми будут травить вредителя, будут распределяться по селам. В первую очередь, конечно, юридические лица, но и также частные лица, потому что если юридические лица здесь совхозы, колхозы будем лечить, если частное лицо не будет лечить, то поэтому здесь эффект не будет, и это должно быть лечение как бы одновременно, и поэтому люди очень заинтересованы. Примерно одной баночкой этого вещества можно обработать около гектара земли. На данный момент привезено в Абхазию более 5 тонн химикатов. Планируется завести еще 3 тонны. Борьба с вредителем химическим способом начнется уже на следующей неделе. Сария Смырсаида Гухава, Абхазское телевидение. На одном из интернет-сайтов недавно появилось интервью депутата Народного собрания Омара Джинджулия, где парламентарий в частности говорит о строительстве детского сада «Амра» в Тхорчале. Прозвучала информация о том, что садик был готов к сдаче еще в 2014 году, а ввели его в эксплуатацию только в 2018. Между тем, строители в течение 2017 года после возобновления финансирования объекта вели ремонтные работы. Перекладывали вздувшиеся полы, перекрашивали стены, заросшие плесенью, подключали необходимые коммуникации. О том, почему садик не был своевременно введен в эксплуатацию, в нашем следующем материале. Строительство детского сада «Амра» в городе Тхорчал началось в ноябре 2011 года. Сметная стоимость работ по подсчетам строителей составила 73 миллиона 439 тысяч рублей. Работы выполняла государственная строительная фирма «Тхорчалстрой», руководил которой Омар Джинджулия. Свой пост он покинул 1 июня 2014 года. По состоянию на 1 апреля 2015 года были выполнены работы на сумму 72 миллиона 340 тысяч рублей. Средства на строительство детского сада были предусмотрены в инвестиционной программе развития районов Республики Абхазия. С окончанием программы прекратилось и строительство дошкольного учреждения. Уже позже выяснилось, что в составленную изначально проектно-сметную документацию не были включены такие важные категории, как инвентарь, мебель, не были подключены видеонаблюдение, водопровод, канализация, не введены в эксплуатацию обогревательные котлы. Все эти недочеты в ходе визита в район президент Рауль Хаджимба поручил исправить в кратчайшие сроки, уже за счет местного республиканского бюджета. Недочеты в итоге вылились в круглую сумму. Возникла необходимость дополнительного финансирования, сумма которого составила по смете, прошедшей государственную экспертизу государственного управления, 4 миллиона 333 тысячи 621 рубль. В эту сумму входят ремонтно-восстановительные работы, подключение систем водопровода, канализации, видеонаблюдения и непредвиденные работы и налог на добавленную стоимость. Впоследствии, значит, это было дополнительно еще республиканским бюджетом выделена сумма на мебель 3 миллиона 23 тысячи 528 рублей. Это имеется в виду спальни, детские места спальные и так далее. И дополнительно еще, помимо этого, 3 миллиона 381 тысяча 437 рублей на поставку кухонного оборудования, стиральных машин и так далее, вот мелкого хозинвентаря. Все время, пока велись подсчеты и составлялась проектно-сметная документация ремонтно-восстановительных работ, садик не функционировал. Дальше больше. Вскоре в негодность пришли полы, на стенах появилась плесень. К тому времени пост главы администрации Тхорчалского района заняла Аида Чачхалия. Почему испортился ремонт? Почему так получилось? Наверное, об этом скажут специалисты. Я говорю о том, что я видела. Пришлось менять полы во всех комнатах. Ламинат поменяли на дубовую доску. Стены пришлось переделывать по нескольку раз, потому что черная плесень, она все время давала о себе знать. Проблемы возникли при включении водопровода. При подключении водопровода и при подключении отопительной системы.
Все это было уже сделано, но когда дело дошло до подключения, там все сорвалось. И все это опять пришлось переделывать и, естественно, вкладывать в это деньги. По словам заведующей отделом образования администрации Ткачалского района Мананы Аршиба, садик не просто не был готов к сдаче, находиться в нем детям было опасно для здоровья. Стены были в плесени, и, естественно, детям нельзя было заходить туда и заниматься, и потому мы решили заново сделать ремонт и ввести в эксплуатацию. После распоряжения премьер-министра Беслана Барцец средства на дополнительные работы по детскому садику Амра были выделены из местного бюджета. Местами кровля тоже о себе дала знать там из-за того, что забивались и по стене вода шла, и она дала сырости во внутренней этой стороне. Где-то квадратов 520. Пришлось полы заменить и заново сделать все вот это полы. Кроме того, пришлось где-то снять слой штукатурки, отбить, сделать заново штукатуркой, окрасить и все самое. Снаружи фасад тоже пришлось привести в порядок, освежить, полностью окрасить, цоколь и все это самое. И самое главное, это случилось из-за того, что вентиляции не было. И не было подключено всей этой другой системе. Пришлось подключение системы вентиляции, кондиционирования было сделано уже в программе 2017 года. Это составило 4 миллиона 300 где-то. Сметная стоимость всех работ составила около 11 миллионов рублей. В эту сумму вошли строительно-монтажные работы, приобретение неучтенной мебели, закупка кухонного и стирального оборудования. Строители заменили полы, перекрасили стены и потолки, фасад здания, отремонтировали кровлю, давшую течь, подключили водопровод, канализационную систему, систему видеонаблюдения. Только после этого дошкольное учреждение стало возможным открыть для детей, что и сделали в ходе торжественной церемонии 20 марта 2018 года. В Гудауте по улице Дзидзария началась посадка каштана на месте вырубленных в прошлом месяце платанов. Саженцы каштана завезены из Италии. В посадке деревьев принял участие глава администрации района Руслан Ладария, руководители городских служб и молодые активисты. Пока завезено 100 корней каштана. Данное дерево, конский каштан, высаживают во многих городах России, Европы, Северной Америки. То есть это практикуется во всем мире, можно сказать. Эти деревья созданы специально для озеленения городских улиц. То есть они подходят нам по всем параметрам и устойчивые ко всем городским условиям. Нами будет высажено около 100 корней. Вот сегодня мы уже начали посадки, как вы видите. И я думаю, что в течение недели вся аллея будет высажена. Яштхуа – одно из самых густонаселенных сел Сухумского района, через которое проходит улица Адыгейская, берущая свое начало в столице. В прошлом году в рамках российской инвестпрограммы был начат капитальный ремонт дорожного полотна. И вот начался последний этап работ – укладка асфальта. Кроме того, в селе Яштхуа несколько дней назад завершили капитальный ремонт кровли второй средней школы. На повороте на улицу Адыгейская непривычно большое скопление автомобилей и дорожной техники. Причина радует. Начался последний этап капитального ремонта улицы. Как нам сообщил директор Абхазавтодора Борис Ачба, общая протяженность улицы Адыгейской составляет чуть больше 3 километров. 1,5 километра уже заасфальтировано, а на оставшемся участке асфальт будет в 2 слоя. Сейчас здесь идут работы по укладке выравнивающего покрытия. Кроме того, на всей улице заново проложили ливневую канализацию и водопроводные трубы. Сметой предусмотрена также и укладка тротуаров. Проектная стоимость всех работ составляет 31 миллион рублей. По словам специалистов, ремонт дороги будет завершен к началу мая. Еще одно приятное событие для жителей села Яштхуа. Во второй средней школе уже более 2 лет протекала крыша. Правительством республики на капитальный ремонт кровли учебного заведения было выделено порядка 4 миллионов рублей. И вот буквально несколько дней назад работы были завершены. Как начали крышу делать, в течение месяца бригада делала колоссальную работу, которая сейчас уже перестала течь, крыша. Внутри осталось, надо делать
ремонтные работы внутренние, очень большая работа появилась, потому что у нас что было все сделано, капитальный ремонт, все было пущено, испортилось. То, что школе необходим капитальный ремонт, видно невооруженным взглядом. Из-за того, что крыша долго протекала, сильно пострадали помещения второго этажа. В половине здания нет электричества. Вопрос энергоснабжения нужно решать кардинально, так как линии электропередачи не выдерживают нагрузок. Зимой школа отапливается с помощью дровяных печей. Но в администрации села обещали помочь. Я встретился с главой администрации района. Мы поговорили, там внутренние работы, чтобы делать, сумма составляет большая, но если родители по силе возможности сколько могут, чтобы помогли школе. И район тоже обещал, чем сможет, район будет поддерживать. До сентября хотя бы, чтобы привести школу в порядок, чтобы 1 сентября школа была готова для принятия учащихся. Учебное заведение рассчитано на 340 мест, но сейчас здесь обучается 70 детей с 1 по 11 классы. Школа армянская, и все предметы учащиеся изучают на родном армянском языке. Как и во всех общеобразовательных учреждениях Абхазии, в прошлом году здесь сдавали промежуточные экзамены по абхазскому языку. Молодой педагог Фируза Джикерба работает в школе 3 года, и, по ее словам, дети хорошо усваивают предмет. Я увидел дождя. Кама, адукран, бама. Кама, ты видел подснежников? Дети стараются, учат по-разному, по всем предметам, которые хорошо учат, и абхазский язык тоже для них дается очень легко. Они в первый раз сдавали экзамен, было чуть-чуть сложно, но все сдали удачно, успешно. С появлением качественной дороги, как говорит Фируза Джикерба, ей легче будет добираться до школы. Девушка постоянно живет в Гудауте, и дорога занимает много времени. Легче и удобнее, конечно, будет и всем жителям улицы Адыгейской и села Яштхуа. Ведь одно из главных условий улучшения жизни людей – развитие инфраструктуры. Вопросы соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в общественных местах, школьных и дошкольных учреждениях, развлекательных и культурных центрах, всегда вызывают особое внимание. Не остаются в стороне и структуры, которые по долгу службы обязаны следить за безопасностью объектов. МЧС Абхазии проводит регулярные рейды с целью проверки соблюдения правил пожарной безопасности. Об этом материал, подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. Проверка противопожарного состояния объектов массового посещения граждан, а также детских, дошкольных и развлекательных учреждений проводилась в Сухуме, Галском и Гагрском районах в течение всей рабочей недели. Самые крупные из вышеперечисленных объектов – городские рынки. Ситуация здесь по части пожаробезопасности весьма сложная. Система оповещения о пожаре, или, говоря иначе, сигнализация, практически отсутствует. Противопожарные бассейны с водой на территории, к примеру, Сухумского рынка засыпаны землей. Сверху на них расположены торговые точки. Гидранты для прямой подачи воды из системы городского водоснабжения не работают. Более того, ни к колхозному, ни к вещевому рынку пожарные в случае возгорания просто не смогут подъехать из-за несанкционированных построек и низковисящих электропроводов и кабелей. Внутри вещевого рынка на эвакуационных выходах расположены торговые точки. В случае пожара огонь и дым не дадут людям выбраться наружу. Впрочем, само количество эвакуационных выходов следует увеличить, так как помещение вещевого рынка изначально не предназначалось для такого количества людей. По словам специалистов, подобные проблемы характерны для рынков во всех без исключения районах Абхазии. Следует упомянуть и то, что активная застройка территории рынков очень часто производится без согласования со службой Госпожнадзора. Ситуация с детскими дошкольными учреждениями и детскими развлекательными центрами также весьма тревожна по части противопожарной безопасности. Многие детские сады переполнены. Количество ребятишек намного превышает нормы помещений, в которых они находятся. Эвакуационные выходы очень часто заставлены детскими кроватками или завалены ненужными вещами. Двери открываются вовнутрь, хотя по нормам безопасности должны открываться вовне. Вот это вот горючая обшивка, она вообще не должна быть. Это является эвакуационными путями, эвакуационными. Горючее основание не должно быть вообще. Электроустановки не должны быть установлены на горючем основании.
Немало случаев, когда электрические розетки не заблокированы специальными насадками и находятся в прямом доступе для дошкольников. Что же до детских развлекательных центров, то главная проблема здесь – отсутствие эвакуационных выходов, внутренняя отделка, подвесные потолки и напольные покрытия выполнены из легко воспламеняющихся веществ, например, поликарбоната. Причем при горении данные материалы выделяют ядовитые соединения, приводящие к удушению человека. По факту выявленных нарушений сотрудниками МЧС Абхазии подготовлены предписания и наложены административные взыскания на нарушителей. Ни одного нарушителя не мог найти ни в этом помещении, ни здесь. А вот здесь, на втором этаже, склады, пройти невозможно. Однако, по словам специалистов, существующая система штрафных мер не способна кардинально изменить ситуацию. Напомним, что по существующему законодательству за нарушение противопожарных норм с юридического лица взыскивается 600 рублей, а с физического – 300 рублей. Вопросам пожарной безопасности различных объектов и подготовки к предстоящему курортному сезону посвящалась пресс-конференция в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В ней приняли участие вице-премьер Аслан Кубахия, министр ПЧС Лев Квициния, секретарь Совета безопасности Республики Мухаммед Килба, депутат Народного собрания Илья Гуния, представители МВД и прокуратуры. На пресс-конференции было сообщено о намерении правительства провести отдельное совещание с участием руководителей рынков, владельцев развлекательных центров и курортных объектов по поводу соблюдения правил пожарной безопасности. Рената Шакая расскажет подробности. Пресс-конференция началась с демонстрации видеоролика, подготовленного сотрудниками МЧС, о соблюдении правил пожарной безопасности в общественных местах. Пройденная проверка торговых и курортных объектов, школьных и дошкольных учреждений показала плачевное состояние в деле соблюдения правил пожарной безопасности. Пансионаты, санатории, дома отдыха, садики, школы, места общественного скопления людей. И если мы сегодня не будем говорить и ставить эту задачу открыто, завтра может быть непоправимые моменты, с которыми мы все будем жалеть, и исправить ситуацию будет невозможно. Акцент также был сделан и на центральный рынок столицы, который застраивается с каждым днем все больше и больше. В случае чрезвычайной ситуации подъехать к такому объекту будет очень сложно, говорят специалисты. Рынок и Сухумский, и Гальский рынок, везде, во всех рынках, да не только в рынках, ситуация, конечно, очень сложная, и она требует определенных решений. Штрафы в 600 рублей для юридических лиц и 300 для физических никого на сегодняшний день не пугают. Именно такая сумма является наказанием для недобросовестных предпринимателей. В свою очередь вице-премьер Аслан Кубахи отметил, что время штрафов ушло. Теперь на тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, будут подавать в суд и требовать закрытия объектов. Аслан Кубахи поручил Льву Квицине подготовить списки объектов, которые работают без разрешения МЧС. Люди, которые там занимаются торговлей, они платят налоги. Ты, если объявился в лице хозяина, как госпредприятие, и в госпредприятии хозяин назначается. Если тебя назначили, дорогой мой друг, наводи там порядок. Если не можешь, придут другие, более предприимчивые, которые и пожарную безопасность подготовят, и все остальное. Мы будем ставить вопрос о руководителе этих предприятий, если там не будет наведен порядок. Потому что, когда им надо, они очень четко все там исправляют как надо. Проверка МЧС показала, что многие частные детские сады работают без соблюдения правил пожарной безопасности. По мнению секретаря Совбеза Мухаммеда Килба, никто не имеет права рисковать безопасностью детей. К великому сожалению, не всегда мы с позиции закона и законодательства подходим. Люди получают, то есть субъекты бизнеса или какой-то определенной деятельности, курортного или торгового или другого характера, они получают лицензии без заключения пожарных служб. К великому сожалению, это сплошь и рядом. Участники пресс-конференции подчеркнули необходимость в короткие сроки обязать всех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, привести в порядок объекты. Если условия не будут выполнены, в отношении нарушителей будут приняты решительные меры, вплоть до закрытия объектов. Рената Шакая, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.
В Сухуми завершился первый международный кинофестиваль. Состоялась красочная церемония закрытия с участием известных артистов кино и эстрады. Названы имена победителей кинофестиваля. Фильм молодого абхазского режиссера Инара Нормания «Меня зовут Махаз» получил приз зрительских симпатий, третье место и 50 тысяч рублей. Второе место и 100 тысяч рублей получил фильм о проблеме беженцев «Новый дом. Словения». Первое место и 200 тысяч рублей жюри присудило режиссеру из России Ирине Волковой за фильм «Костик». Кроме того, приз за лучшую мужскую роль получил Александр Кузнецов, Россия. Лучшая женская роль – Соня Санжани в фильме «Ретушь». Иран. Лучший сценарий – фильм «У меня есть брат», Россия. Приз за лучшую операторскую работу достался фильму «На другом берегу реки Думан», Южная Корея. Лучшим режиссером кинофестиваля признан Байбулат Батулин, Россия. Подробности в нашем эфире в субботу. Русдрам продолжает проект «Шедевры московской сцены», в рамках которого в Абхазию с гастролями приезжают лучшие московские театры. Кого ждать на этот раз? Об этом шла речь на брифинге с участием министра культуры Эльвиры Арсалия и директора Русдрама Ираклия Хиндба. Репортаж Налы Ковы. Русдрам не перестает радовать своих поклонников добрыми традициями, одной из которых стал проект под названием «Шедевры московской сцены», который реализуется в Абхазии вот уже второй год. В рамках проекта с 10 по 12 апреля жители и гости нашей страны смогут увидеть 3 разных спектакля: «Дракула», «Портрет Дориана Грея» и «Макбет». В этом году репертуар тщательным образом выбирал директор Русского драматического театра Ираклий Хиндба. Это 3 классических произведения мировой литературы. «Дракула» — это классическое произведение мировой литературы, роман Брэма Стокера. Очень хороший роман. Те, кто его читал, знают, что это настоящая литература, видели многие фильмы. Это не ужастик, это не роман, а, знаете, это не фильм ужасов, это не роман, а только о вампирах, вампиризме и связанных с этим. «Дракула» — это роман о любви. И этот спектакль — это спектакль о любви, которая абсолютно, знаете, вот она вечная, эта любовь, и эта любовь возвышает героев, и в конце спектакля это будет видно. Все 3 спектакля так или иначе о любви в разных ее проявлениях. Дракула, проклятый богом или благородный мститель, вынуждены жить в мире теней. Желание запретного, стремление раскрыть тайны будущего и познать бессмертие. Страсти, во власти которой находятся персонажи знаменитого спектакля. Зритель сможет понять для себя сам, кто же он – Дракула, страдалец или кровожадный убийца. «Портрет Дориана Грея» – это вечная история о душе, истинной красоте, сомнениях, порождающих мысли и желания, и о прощении. В спектакле Олега Леушина «Дориан Грей» – предмет спора между черным и белым, который в очередной раз решили поэкспериментировать. Дориан, как игрушка, в руках высших сил, и в то же время персонаж сильный, который ведет общество к распаду. В таком образе зритель сможет увидеть героя только в версии театра на Юго-Западе. Можно ли обойти предсказание остаться человеком у власти? Какова природа преступления? Как не поддаться искушению и сохранить себя? Ответы на эти вопросы в спектакле «Макбет». Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия отметила, что в последнее время различного рода фестивали в Абхазии стали очень частым и приятным явлением. Это вопрос даже не развития культуры. Это очень важно, вот как Ираклий Ривазович сказал, это очень важная стратегическая государственная часть, потому что такие мероприятия помогают зрителю нашему сформировать свой вкус. Потому что мы самодостаточны, но не настолько. Мы должны видеть разные театры. Но не у всех есть возможность выезжать, видеть что-то, развиваться. А это замечательная возможность, когда наши зрители смогут увидеть здесь лучшие театры Москвы. Представитель компании «Амобайл», которая всегда оказывает подобным проектам всяческую поддержку, Марта Тужба, говорит о том, что компания не могла остаться в стороне от столь важного в культурной жизни страны события. Очень ценно, что это второй год, а за ним однозначно последует 3-й год, потому что все, что не делается, это нельзя бросать на полпути. И прошлогодний опыт полных залов, да, вот аншлагов, он говорит о том, что это востребовано. Билеты на спектакли проекта «Шедевры московской сцены» можно приобрести
приобрести в кассе театра. Отрадно, что руководство Русдрама идет навстречу молодежи, заинтересованной в театре, и делает студентам существенную скидку. На Алакове, Леона Адлейба, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете прошла онлайн-конференция Ассоциации университетов новейших независимых государств. В ней приняли участие представители Абхазского, Приднестровского, Арцахского и Юго-Осетинского университетов. Ректоры 4 вузов рассказали об основных результатах и достижениях университетов ассоциации в учебно-образовательной, научно-исследовательской и международной деятельности за 2016 и 2017 годы. Съезды ассоциаций проводятся каждые 5 лет. Между съездами проводятся заседания президиума ассоциации, либо конференции. Проходили они как изначально, не в онлайн-режиме, а в обычном режиме, но с какого-то времени, вот уже вторая конференция проходит в режиме онлайн. Мы проводим совместные конференции, выпускаются совместные научные издания, сборники научных статей. И эти обмены планами позволяют включаться в те мероприятия, которые проходят в том или ином университете. Руководители Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олег Лакоба и Петр Береза приняли участие в ежегодном заседании Межгосударственного совета по выставочной и конгрессной деятельности стран СНГ, которое прошло в Москве. На нем обсуждались вопросы реконструкции национальных павильонов стран СНГ и в том числе нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ Абхазии. Председатель собрания Людмила Русинова поблагодарила МКДЦ за организацию комплекса мероприятий по реставрации павильона Абхазии. По ее словам, реконструкция проводится на высоком профессиональном уровне с соблюдением сроков и норм строительных работ, а также полностью соответствует концепции развития ВДНХ и принятым стандартам. В эти дни православные всего мира готовятся к встрече самого большого и светлого христианского праздника Пасхи. Богослужение Великой Страстной Пятницы посвящено воспоминанию спасительных для христиан страстей и крестной смерти Иисуса Христа. В течение дня евангельское повествование об этих событиях прочитывается трижды. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон о распятии Господа. По уставу верующие в течение Великой Пятницы воздерживаются от принятия пищи. Богослужение Великой Пятницы хоть и проникнуто скорбью по смерти Спасителя, но уже готовит верующих к предстоящей Пасхе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица единосущная, нераздельная. Вот, дорогие братья и сестры, в стране абхазской живущих, вот перед нами Христос истинный Бог наш, плащаница Его, дающая нам возможность призадуматься над жизнью и над смертью. Завтра погребение и послезавтра воскресенье. Величайший, радостный такой день. Истина, она одна. И дай Бог, чтобы это единственное правильное отношение к Священному Писанию, чтобы было растолковано всеми народами, именно народами. И дай Бог, чтобы мы, в первую очередь, абхазцы, здесь живущие в стране и носящие это имя, научились любить друг друга. Вот что я могу сказать в этот день величайший из всех величайших дней, в Пасху, чтобы все же мы научились, есть у нас какие-то недостатки, чтобы мы смогли эти недостатки исправить с помощью Божией и стать единым народом, нераздельным, как вот Бог нам этого повелел, и чтобы мы не будем делать все по-своему, а будем делать, как именно конкретно говорит божественная правда, божественный закон и божественное то, которое называется бессмертием. В Великую Субботу Православная Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа. В этом году Страстная Суббота совпала с большим праздником Благовещением Пресвятой Богородицы. Поэтому в Сухумском кафедральном соборе с 10 часов утра начнется божественная праздничная литургия. В субботу вечером верующие Абхазии ожидают прибытия благодатного огня из Иерусалима. Ровно в половине 12-го начнется всеночное бдение и божественная литургия, восхваляющая победу жизни над смертью. Абхазское телевидение будет транслировать литургию в прямом эфире.
Между тем, абхазские паломники в Иерусалиме продолжают свое путешествие по святым местам. В ожидании благодатного огня они проводят и важные встречи. Смотрите репортаж Анны Гуния из Израиля. Каждый день по этим узким переулочкам Иерусалима проходят наши паломники. Они с утра причащаются, останавливаются у каждого святого места, молятся и проходят дальше. Сейчас паломники держат свой путь к могиле митрополита Даниила. Ежегодно они приходят сюда и проводят молебен. Митрополит Даниил помогал православным священникам, когда они подвергались гонениям. Дальше путь лежал в Сионскую горницу. Именно на этом месте проходила тайная вечеря Христа. Перед тем, как его предали, он собрал своих учеников и говорил с ними. Сейчас отец Вячеслав читает здесь Евангелие, а наши паломники молятся. На каждом святом месте молебен, чтение Евангелия. У паломников есть возможность соприкоснуться с местами, где проходил Иисус Христос. Для православных христиан это ни с чем не сравнимое событие. Это место это является Сионской горницей. То самое место, в которое Господь собрал своих учеников для того, чтобы показать нам пример того, как нужно жить дальше. То есть показал нам то, как нужно причащаться телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Это то самое место, где первый раз Господь причастил своих учеников. Малая Галилея. Именно здесь ученики Христа увидели его воскресшим. Чтение Евангелия. У отца Вячеслава нет ни минуты времени. Только присел передохнуть. Нам интересно узнать, в чем смысл паломничества. Паломничество – посещение святых мест. Какие бы они ни были, то может к мощам святым, а вот здесь вот паломничество особое, оно неповторимо. Здесь, в этих местах, сам Спаситель ходил своими стопами. После посещения русского монастыря Вознесения мы отправляемся в другую святыню, которая расположена на горе Элион. Она находится на территории мечети. В этом месте запечатлена стопа Иисуса Христа. В этой святыне находится первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя, а третье в Абхазии, в Каманах. Поэтому для абхазских паломников посещение этой святыни было особенно важно. После паломники отправляются в гостиницу. Через несколько часов начнется ночная служба, которая завершится на рассвете причастием. Поэтому пару часов отдыха бесценны. Паломнице Дине 62 года. Она каждый год приезжает в Иерусалим. Не устает, не болеет, посещает все святыни. Шамги шауама. 12 часов ночи. Начало службы Великого Четверга на гробе Господнем. Абхазские паломницы читают молитвенное правило перед причастием. Уже утро. Бессонная ночь позади. После причастия, укрепленные духом и телом, по традиции абхазские христиане отправляются на прием к патриарху Иерусалимскому Феофилу III. Патриарх Иерусалимский раздал памятные подарки нашим паломникам, а абхазским священникам – наперстные кресты. Подробности в следующем репортаже. Анна Гуния, Роберт Джопа, Иерусалим, Абхазское телевидение. На Пасху прогнозируется увеличение пассажирского и транспортного потоков на абхазо-российской границе более чем на 10%. Такое увеличение наблюдается ежегодно. Оно связано с поездками граждан к православным святыням, расположенным в Абхазии, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Наиболее интенсивный трафик прогнозируют в утренние часы с 7 до 9 часов утра, а также после 19 часов. Ежедневно границу в обе стороны пересекают 20 тысяч человек и 4,5 тысяч автомобилей. 9 апреля – выходной день, согласно производственному календарю на 2018 год, утвержденному правительством Абхазии.
И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в праздничные выходные дни в Абхазии сохранится преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 20-25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.